Добрый вечер, уважаемые телезрители. Это прямой эфир, телевизионные дебаты на НВК Саха-Якутии-24 «Мамонт» и на радиостанции «Тети». Меня зовут Влад Давыдов. Позвольте представить участников сегодняшних дебатов. Политические партии, представители присутствуют у нас сегодня в студии. Это Алексей Алексеевич Амбросьев от партии социальных реформ «Прибыль от природных ресурсов народу». И это Евгений Викторович Рябченко от партии ЛДПР. Добрый вечер, уважаемые участники. Сегодня мы обсуждаем такую тему – развитие культуры и открытость власти. Прежде чем приступить к вопросам и ответам, у нас есть этап вступительного слова. У вас на это будет по 1 минуте. По этой теме, что вы думаете, Алексей Алексеевич Амбросьев, вы начинаете, минута начинается. Добрый вечер, уважаемые якутяне. Добрый вечер, наши уважаемые избиратели. Ну, во-первых, сегодня, как вы уже, наверное, большинство из вас знает, день начался с очень приятной, хорошей новости. Наш якутский фильм режиссера Эдуарда Новикова завоевал один из главных призов на престижнейшем международном фестивале в Монреале, в городе Монреале в Канаде. Фильм премию за художественность, приз за художественность. Я считаю, что это очередное достижение нашего якутского кинематографа, который еще раз доказывает, что культура Якутии, что кинематограф Якутии развивается в правильном направлении, в правильном пути. И это как раз подоспело к нашей сегодняшней теме наших дебатов. Я считаю, что культура, которая развивается... Время истекло, прошу прощения. Просто звуков не было. Сигналов не было просто. Он немного тихий, пожалуйста, прислушивайтесь. Евгений Викторович Рябченко, ЛДПР, развитие культуры и открытость власти. Что вы об этом думаете? Пожалуйста, ваша минута. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые избиратели, уважаемые. Что можно сказать о культуре? Культура конкретно в республике развивается, но, к сожалению, она развивается медленно, как хотелось бы. В тех же селах, в тех же районах культура не так развита, не так массово, скажем, преподносится, как хотелось бы. У нас тратятся огромные деньги из бюджета на празднование определенных праздников, но в целом общая картина культуры оставляет желать лучшего. Вот. Это, конечно, нужно исправлять, нужно обратить внимание власти на культуру, нужно дополнительно стимулировать районы, именно районы и поселковые клубы. Спасибо. Спасибо. Перейдем к вопросам. Как вы думаете, как обеспечить участие каждого жителя Якутии в социально-экономическом развитии республики? Видимо, речь идет о жителях городов и сел нашего большого региона. Алексей Амбросьев, вы начинаете, у вас на это 2 минуты. Пожалуйста. Спасибо. Ну, видимо, это каким-то образом этот вопрос связан с тем, что развитие культуры по заявленной теме, развитие культуры Якутии и открытость власти. Ну, я бы хотел выступить, немножко высказаться в этом направлении. Что такое открытость власти? Это не только когда, значит, каждый житель республики имеет возможность через своих избирателей, через своих избранных депутатов обратиться непосредственно к власти, да? Но и эта возможность, как я понимаю, значит, через разные творческие союзы, через других разных своих представителей или непосредственно обратиться к избранному, значит, своему депутату или непосредственно к членам правительства, а то и главе республики через электронные средства массовой информации, через электронные приемные, да, чтобы они, жители Якутии, мы могли бы поставить те самые животрепещущие вопросы, которые волнуют в этом вопросе нас. Вот в этом отношении особенно, значит, примечательно и в качестве примера можно привести то, что делала в свое время администрация города Якутска, когда, значит, они объявили открытые, значит, самые электронные
сайт, где можно было напрямую обратиться со своими предложениями, со своими критикой, со своими конструктивными предложениями в адрес городских властей. И это работало, и это до сих пор работает, когда, значит, люди, предложения конкретных жителей города Якутска, не только, ну, плюс к этому не только жители города Якутска, но и пригородов, которые могли бы напрямую обратиться к властьпридержащим, чтобы они обратили внимание на их насущные проблемы. Спасибо. Евгений Рябченко, ЛДПР. Участие каждого жителя в социально-экономическом развитии региона. Как это обеспечить? Ваши 2 минуты начинаются. Ну, я так понимаю, социальное и экономическое развитие – это как тема у нас культура, то это в этом же направлении. Ну, социально-экономическое развитие и культура – это деньги и развитие культуры, если так по большей части смотреть. Вообще развивать культуру нужно еще со школьной скамьи, то есть уже там находить таланты, вовлекать детей в массовые какие-то мероприятия, общие там поселковые, общерайонные, устраивать. Вот я сам из Верхнеколымского района, у нас там постоянно какие-то мероприятия проходили, концерты. Вот. Чтобы это все организовывать, должен быть грамотный руководитель в Доме культуры. Но не просто одним руководством там не обойдется. То есть нужны финансы, чтобы покупать какую-то технику, чтобы это все было. Поэтому, мне кажется, больше финансировать нужно районы и поселки, поселковые дома культуры на предмет приобретения техники, чтобы люди могли выступать, развиваться, петь. Плюс дополнительно может в состав домов культуры привлекать педагогов, чтобы помогали обучению. Это же полезное проведение времени, скажем так, молодежи, чтобы они нигде не болтались, а все-таки творчески развивались. Это для республики нужно. Мы своих талантов выращиваем, которые поют, танцуют. Вот я был в некоторых районах, по республике ездил. Где-то культура развита, где-то очень интересные такие мероприятия проводятся, но где-то это совсем просто людям неинтересно. Неинтересно этим заниматься. Поэтому нужно со школьной скамьи начинать работать. Спасибо. Важнейший момент, аспект этой темы – это развитие, необходимость развития сельских клубов на местах. Как они, по-вашему, должны работать, какие задачи решать? Алексей Амбросьев, партия социальных реформ. Пожалуйста, ваши 2 минуты. Да, ну, для начала я бы хотел все-таки полное название нашей партии назвать, потому что у нас иногда часто бывает так, что поскольку очень длинное название нашей партии, поэтому не все дочитывают ее до конца. А на самом деле, когда вы откроете, значит, бюллетени, наши уважаемые зрители, читатели и избиратели, значит, наша партия полностью звучит так, название: «Партия социальных реформ. Прибыль от природных ресурсов народа». Вы все, конечно, согласитесь, что особенно в сельской местности, в сельских муниципалитетах, культуре, естественно, хотя и она и бюджетная, относится к бюджетной сфере, но все равно финансируется недостаточно, чтобы, вот, например, мы могли бы заявить о том, что у нас созданы все условия для полноценного развития личности, культурного развития личности на селе. Но в то же время нельзя говорить о том, что у нас, как мой сказал предыдущий оппонент в предыдущем своем выступлении, что нельзя говорить, что там есть культура, что там нет культуры. Это, я считаю, совершенно неправильная точка зрения, потому что культура есть везде. Но вот как власть придержащие на местах именно умеют организовать, создать предпосылки для полного раскрытия каждой личности, вот это да. Но говорить о том, что культуры нет, нельзя. И об этом свидетельствуют, например, те же наши якутские художественные фильмы, выходцы из сел, которые... Вот вы сейчас, например, из той славной плеяды, когорты молодых якутских кинорежиссеров не найдете практически ни одного молодого режиссера, который бы родился и вырос в Якутске. Все они выходцы из сельских глубинок. И именно
здесь в Якутске созданы условия, а мы должны сделать так, чтобы и на селе были такие же условия, чтобы они могли развиваться и Спасибо. показывать. Евгений Рябченко, ЛДПР, развитие сельских клубов на местах, как они должны работать, какие задачи решать. Ваши 2 минуты. Ну, как я и сказал ранее, что нужно развивать это еще со школьной скамьи. То есть приучать, выискивать таланты людей. Вот, согласен, культура есть, но она плохо развита, плохо в некоторых районах. В некоторых районах, в которых позволяет финансирование, они могут закупать там, ну, прям шикарное оборудование. Я вот в Амгинском улусе просто поразился, когда вот увидел там, насколько все профессионально, хорошо, грамотно оформлено. А в некоторых улусах там достаточно, ну, не буду называть какие, там достаточно все скудно выглядит, там на уровне там DVD-плеера, скажем так, все. Вот. Какие-то районы могут себе по финансированию позволить, какие-то не могут. Вот с этим нужно работать, нужно выискивать деньги. Таланты есть везде, правильно, но их нужно найти, их нужно привлечь, чтобы им понравилось, да, это поддержать. Я сам со школы начал петь. Я участвовал в конкурсах в своих верхнеколымских, сначала в поселковых, потом в районных. С Верхнеколымского улуса у нас такой конкурс был «Колымская звездочка». Он до сих пор, наверное, проходит, но уже не так массово, как раньше. Поэтому эта основа должна идти, скажем так, со школы, потом на уровне клубов. Это все зависит от руководителя клуба, от директора. То есть, если он человек креативного мышления, то есть активный какой-то, он и аппаратуру, я уверен, найдет, спонсоров купят, если по каким-то причинам бюджет не может позволить. Самое главное – это таланты. Все эти таланты, как правило, после окончания школы переезжают в Якутск. И у нас эти таланты нужно поддерживать. У нас вот есть колледж имени Жиркова, который... Ваше время истекло. Уважаемые участники, сегодня у вас будет еще по 30 секунд, чтобы обратиться к жителям республики. Пожалуйста, Алексей Амбросьев, вы начинаете. Спасибо. Еще раз, уважаемые избиратели, уважаемые жители нашей республики, обращаться к вам хочу сказать, что наша партия, партия социальных реформ «Прибыль от природных ресурсов народу», обращает ваше внимание именно на этот аспект, что мы до сих пор не умеем правильно ставить вопрос о правильном использовании прибыли от природных ресурсов, поскольку на сегодняшний день львиная доля всего природного ресурса уходит в федеральный центр и в частные компании, монополисты, которые хозяйствуют на территории нашей республики. Поэтому приходите 9 сентября на выборы, сделайте свой правильный, осознанный выбор. Я думаю, что вы всем своим сердцем поймете, за кого нужно голосовать. Я еще раз хочу повторить, что 9 сентября вы должны после выборов убедиться в том, что наш парламент будет представлен самыми разными партиями. Сделайте свой выбор. Спасибо. Ваше обращение длиной в минуту завершено. Теперь ваша минута. Евгений Рябченко, ЛДПР, пожалуйста. Спасибо. Уважаемые избиратели, уважаемые жители нашей огромной республики, призываю вас 9 сентября прийти на избирательные участки и изменить свою жизнь к лучшему. Мы все прекрасно видим, как партия власти принимает антинародные законы, такие как поднятие пенсионного возраста, поднятие НДС. Ну, ни к чему хорошему это, конечно, не приведет. Поэтому сейчас ваша жизнь, ваше будущее зависит только от вас. И вы, придя на участки, на избирательные, взяв в руки бюллетень, вы решаете, какое будет будущее. Неважно, как вы попали, вас отправили как работника бюджетной сферы на участки, загнали как студента проголосовать. В кабинке будете только вы. И сделайте правильный выбор. Голосуйте за ЛДПР. Мы сможем помочь и решить проблемы. Спасибо. Это были Евгений Рябченко от партии ЛДПР и Алексей Амбросьев от партии социальных реформ «Прибыль от природных ресурсов народу». Уважаемые телезрители, я с вами прощаюсь до завтра. В это же время смотрите 2 эфира теледебатов. До встречи.